Здравствуйте, уважаемые зрители! Рад вас приветствовать на канале Гид из Грозного. Я аттестованный гид-экскурсовод. И на этом канале я по мере своих возможностей и квалификаций стараюсь вас знакомить с какими-то историческими эпизодами, явлениями и всем тем, что перекликается и является смежным в сфере туризма. Это культура, это история, география и, конечно же, в какой-то мере и политологические моменты. Итак, я хотел вас познакомить с двумя иллюстрациями из книги, которая была издана архивным управлением правительства Чеченской Республики в 2018 году. И книга, ее выпуск приурочен 200-летию Грозного от 1818-2018 года. И я ранее в своих полноформатных видео на этом канале рассказывал касаемо, что было на территории сегодняшнего Грозного до заложения здесь крепости Грозной, приводил вам чеченские аулы, айконимы, мы где-то там разбирали семантику, то есть смысловую составляющую этих названий. Довольно-таки имеется интересное содержание в этих роликах. И именно из этой книги, вот опять-таки архивное управление правительства Чеченской Республики, книга уникальная. Здесь это документы, различные документы, статистика тех времен 19 века, и не только. Здесь есть и современный материал, здесь есть воспоминания и такие очень эмоциональные моменты, где различные деятели, они говорят о своих чувствах, связанных с Грозным. Я слова Кобзона, Иосифа Кобзона приведу в этом ролике в окончании. Цель ролика была у меня показать две иллюстрации, которые созданы, эти иллюстрации, это живопись, это картины, которые созданы на территории уже крепости Грозной художниками Дьяконовым, одна, и вторая, ее писал Фредерик Фриш. Вот эти две картины, и я хочу вам дать описание этих картин. Далее я буду с этим вас знакомить. Я, в принципе, ради этого, вот этих двух картин, и дать им описание, ради этого выхожу в эфир и делаю эту публикацию. Сначала думал как бы оставаться за кадром, но из-за уважения к своей аудитории, к своим подписчикам, которые, я вижу, смотрят, положительный отклик, ставят лайки, поэтому я решил все-таки сам появиться в кадре, поздороваться с вами, пообщаться немножко и потом уже перейти в закадровый режим и дать описание того, что изображено на этих картинах. Уважаемые друзья, и давайте начнем с картины Дьяконова, который писал эту картину с территории крепости Грозной, с территории сегодняшнего нашего Грозного, Сюальжгал, в южном ракурсе. В южном ракурсе эта картина сама, и в этом направлении он писал свое вот это произведение. И смотрите, что я хочу особенно до вас довести, это то, что с какой точностью приведены горные объекты. Если вы взберетесь на лифте, имеется в виду, естественно, на 30-й этаж башни из числа комплекса Грозный Сити, если вы подниметесь на лифте на 29 этаж, там сделаете еще один виток, пройдете КПП и подниметесь уже на смотровую площадку, вы окажетесь в таком месте, где охватывается удивительно, изумительно красивая панорама на весь Грозный. Сходите туда в ясный день, чтобы именно сопоставить то, что я вам привожу, и то, что здесь изображено было
еще в XIX веке с территории крепости Грозной. Так как не имею возможности и не умею я через курсор все это делать, один из комментаторов мне говорил, что было бы хорошо, если я курсором показывал, но я не имею таких навыков, поэтому показываю вам карандашиком. Вот смотрите, уважаемые друзья, это западная вершина Сюркёрт. С этой стороны у нас Алдöl, который фигурирует с юридическим названием в черте Грозного Алды. Здесь у нас Байсангуровский район со всей стороны прилегает к этой северному склону этой войсковой вершины. Сюркёрт переводится чеченского войсковая вершина. И здесь у этой вершины ее абсолютная высота более 400 метров. Сам Грозный, я вам говорил в предыдущем видео, что уровень Грозного сравнительно с уровнем моря, Мирового океана, это 130-180 метров над уровнем моря. И, соответственно, это господствующие высоты. Также у нас, конечно же, с северо-запада имеется Сунжский хребет, господствующая высота в черте Грозного. Но это более высокие отметки имеет Сюркёрт западный. Здесь у нас находится смотровая лестница в небеса, конструкция. Насколько точно проведена эта вершина, этот горный объект Сюркёрт. Отличная передача от художника. Очень достойная картина. Далее мы видим еще контуры, кайму. Как вы думаете, что это? Конечно, знатоки сразу поняли, что это эта кайма, эта черта. Это, конечно же, черные горы, которые, если брать по этой линии, в районе Алхазурова, районе Чили-Юрта уже находится прямо у подножия этих гор, этого участка черных гор. Почему их прозвали черными? Потому что это лесистая, горная, холмистая местность. И поэтому они выглядят, часть горных объектов, она выглядит темной. Поэтому так прозвали эти горы черными. Соответственно, здесь высота этих гор, она по-разному, от 500 до 1500 метров над уровнем моря. Дальше уже это скалы, самая крайняя кайма. Это у нас, конечно же, главный Кавказский хребет. И насколько точно передан рисунок для картины, это очень круто. Насколько такая сообразность, соответствие. Здесь хочется вам указать на Тулой-Лам, то есть с северного склона и его пика он находится в Чеченской Республике, в Российской Федерации. С той стороны, с южной стороны идет государственная граница, и там находится Грузия. Грузины называют эту гору с своей стороны Тебулус-Мта. Высота этого пика 4493 метра над уровнем моря. Такая высота у этого горного объекта, являющимся самой высокой отметкой в Чеченской Республике. У подножия именно этой горы, Тулой-Лам, находится ареал Тейпа Майстой. Очень хорошая, очень отличная работа, настолько, которая передает объекты в их максимально соответствии с их контурами. Очень классная работа, мне она очень понравилась. И не менее изумительная, не менее замечательная работа – это работа Фредерика Фриша. Мы сейчас к ней будем переходить с вами, уважаемые друзья.
Эта работа, смотрите, крепость Грозная, землянка генерала Ермолова, Фредерик Фриш. Вот это уже ракурс точнее северо-восточный ракурс. Немножко восточнее взято здесь. Когда он рисовал вот эту картину свою, и, соответственно, здесь мы что видим? Мы здесь видим Терский хребет. Мы здесь видим Терский хребет. И вот эта часть, вот на этой части у нас стоит телевизионная вышка. Опять-таки я вам рекомендую сходить при возможности на смотровую одной из башен нашего прекрасного комплекса Грозный-Сити в ясную погоду и посмотреть на соответствие того, что я вам привел здесь в своем рассказе, в этом видео. Подниметесь и в сторону проспекта Митаева. Здесь и есть у нас проспект Митаева в данной местности. В этом ракурсе и писалась эта работа. Вы увидите этот Терский хребет. В ясную погоду сходите, и обязательно вы уже воочию сами увидите вот эти панорамы, вот эти пейзажи. С такой идеей, вот, с таким сюжетом я выходил с вами на связь, уважаемые зрители. Я надеюсь, вам было интересно, познавательно и полезно посмотреть этот ролик. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Всего самого доброго. До свидания. Впервые я посетил Грозный в 1962 году, и там же познакомился впоследствии со своим старшим братом, великим чеченцем, танцовщиком Махмудом Алисултановичем Эсамбаевым. С тех пор я приезжал в Грозный ежегодно. Очень любил приезжать весной, когда все расцветало и привлекало своей свежестью. Я любил заходить на рынок за черемшой и лепешками, которые были необычайно вкусными. Со временем у меня появились друзья в Грозном. Они приглашали меня домой обедать, и особенно мне полюбилось национальное чеченское блюдо – жижигалныш. Да и что говорить, это был совершенно другой народ, который, несмотря на все притеснения и высылку из республики, остался незлобным, добрым и гостеприимным. Чеченцы очень воспитанные, очень культурные, очень мужественные. Когда я вижу выступления детей, то говорю, что этот народ нельзя победить, его можно только уничтожить. В скобках смеется. Этот темперамент – это жизнелюбие. Посмотрите на этих детей, какие они маленькие, но как они любят свою национальную культуру. Я очень люблю этот город. Я его знаю много лет. И всем жителям Чеченской Республики и Грозного желаю счастья, процветания и благополучия. Иосиф Давыдович Кобзон.